أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, в предыдущей нашей встрече мы говорили о особенностях, которыми наделил Аллах нашего любимца Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям этой мирской жизни, особенностями, которые Аллаху Та'аля не дал другим пророкам и посланникам. И инша'Аллах мы сегодня с вами рассмотрим малую часть из тех особенностей, которые Аллаху Та'аля дал нашему любимцу Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям в ахирате, вечной жизни, в ахирате, какими достоинствами удостоил Аллах только лишь нашего пророка саллаллаху алейхи вассалям. Об этом, иншаллах, мы сегодня постараемся рассказать. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, он первый из людей, от которых будет завтра судный день трескаться земля, и кто поднимется первым из могилы своей, будет посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. В достоверном хадисе, который приводится от имама Муслима, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Ана саййиду вульди Адама яум аль-кияма, ва ана аввалу ман яншакку анху аль-кабр, ва аввалу шафихин, ва аввалу мушаффа». Поистине, говорит, я являюсь господином всего человечества, всех сынов Адама, господином ихним являюсь я. Я являюсь первым человеком, от которого будет трескаться его земля и будет выходить его тело на поверхность. Я буду в судный день первым человеком, который будет делать шафаат, и которому Аллах разрешит делать шафаат. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, после того, как ангел Исрафиль будет дувать в свою трубу, которая направлена на эту мирскую жизнь, от которого оглушается все творения Аллаха, первым, кто придет в себя, будет Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, когда поднимется из своих могил, он будет в окружении 70 тысяч ангелов, которые будут окружать и сопровождать посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Все пророки, они будут подниматься в судный день из своих могил на разных животных, но Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, его животным будет бурак, который его перенес ночь Ми'раджа и Исраа и Ми'раджа. Человек, чьим именем будет кричать азан завтра судный день на махшаре, будет Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям. Билал разияллаху анху, он говорит, будет завтра судный день на махшаре кричать азан, и после слов «Ашхаду алла илляха илляллах» не будут говорить имена других пророков: «Ашхаду анна Адам Расулуллах, Ибрахим Расулуллах, Нух, Муса, Иса». Их имена не будут упоминаться только лишь имя нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, и будет азан упоминанием имени нашего посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Когда наступит судный день, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям поднимется с могилы, все люди будут стоять голыми, без одежды. Но Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям будет тем человеком, который будет одевать одну из самых прекрасных райских халатов, будет одевать посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям Аллах даст особенный макам, особенное, самое почтенное место с правой стороны арша. И также это называется макаму Махмуд. Пророк алейхиссалату вассалям, именно в руках посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям будет судный день ливауль хамд. Все пророки вместе с своими умматами, все устазы, шайхи, машайхи, все алимы вместе с своими последователями будут собираться под знаменем пророка саллаллаху алейхи вассалям ливауль хамд. Пророк алейхиссалату вассалям завтра судный день будет имамом для всех пророков и для всех посланников. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям будет тот, кто будет стоять впереди всех их. Он будет из тех, кто будет первым обращаться к Всевышнему Аллаху. Пророк алейхиссалату вассалям, он первое творение и избранное творение Всевышнего Аллаха, которому Аллаху Та'аля разрешит сделать сужда перед Всевышним Аллахом. Пророк алейхиссалату вассалям, он тот первый, кто поднимет свою голову сужда.
Он тот, кто будет первым смотреть на лик Всевышнего Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, он первый, кто будет заступаться в судный день, и он первый из тех, кому Аллах разрешит делать шафаат. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он один, единственный, кто будет просить за других людей. Все другие люди будут просить самого себя. Пророк, алейхиссалату вассалям, единственный человек, который сам за себя не будет просить за пророков, за умматов, за всех тех людей, которые будут находиться на махшаре. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах ему дал, избрал его шафаатуль узма. Что такое шафаатуль узма, дорогие мои братья? Это великий шафаат, который Аллаху Та'ала дал нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Во многих сборниках хадисов, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, Ибн Ахмада и других сборниках приводится множество хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где посланник Аллаха говорит о том, что Аллах ему дал этот великий шафаат. Достоверный хадис, слова имама Ахмада, риваят имама Ахмада, приводится хадис от Абу Хурайра, радийаллаху анху. Один день, говорит, утия Расулуллах, саллаллаху алейхи вассаляма билахмин, посланник Аллаха принесли мясо, перед ним поставили перед ним мясо. Это было, значит, мясо баранины. И посланник Аллаха очень, говорит, сильно любил ее. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из этого мяса оторвал кусочек и начал разговаривать с асхабами, рассказывать им, и сказал: «Ана саййидун наси яумал кияма». Я буду господином всех людей завтра в судный день. «Вахаль тадруна мимма зак». И знаете ли вы, от чего, как это будет? От чего это, как это произойдет? «Яджмау Аллаху ал-аввалина вал-ахирина фи саидин вахидин». И всех людей, говорит, Аллаху Та'ала завтра в судный день соберет на одной долине. И все люди, говорят, они будут ждать взывающего, который, значит, будет их взывать от имени Аллаха, или сам Аллах будет их взывать на хисаб суал. На них, говорит, спустится солнце. Спустится солнце так близко, что от этого солнца, которое спустится всем людям, которые будут стоять на долине Арасат, от этого солнца, говорит, будут кипеть их мозги. И будет, говорит, слышен, значит, звук от этого кипения, как мы слышим, как кипит кастрюля на газпечи, на газовой плите. Вот так, говорит, будет кипеть мозги людей завтра в судный день. И люди, говорит, будут в зависимости от своих деяний будут утопать в своем поту. Некоторые до, значит, щиколоток, некоторые до колени, некоторые до пояса, некоторые до значит, горла, до мошек ушей будут утопать в своем поту от того, что сильно солнце печет, мозги кипят, от их тела выходит пот, в своем поту будут утопать, в воде будут находиться в своем поту. И тогда, говорит, люди Арасата скажут: «Аля танзуруна». И тогда, говорит, они будут говорить, когда будут чувствовать, что не могут терпеть эту трудность: «Аля тарауна иля ма антум фихи». Эй, люди, не видите ли ту трудность, в которой вы находитесь? «Аля тарауна ма кад балагакум». Вы не видите ли ту трудность, которую, значит, тяжесть этого Арасата, которая постигла вас? «Аля танзуруна ма яшфау лакум иля раббикум». Не будем ли мы искать для себя заступника, который будет заступаться перед нам, для нас возле Всевышнего Аллаха? Вот так люди будут друг другу говорить: сколько можно стоять на Арасате? Хотя бы хисаб суал начал бы Аллах. Если мы заходим в ад, хотя бы хоть в ад зашли бы. Но этот Арасат мы уже больше терпеть не можем. Вот так будут говорить те, кто будет стоять на Арасате, потому что они не знают, что аду будет еще труднее те, кто попадут в ад. Тогда некоторые из людей скажут: давайте пойдем к нашему отцу, пророку Адаму, алейхиссалам. Фаятуна Адама, они, говорят, все пойдут к пророку Адаму, алейхиссалам. Фаякулуна, они скажут: я Адаму анта абуль башари халакака Аллаху бияди. О Адам, ты являешься отцом всего человечества. Аллах тебя сотворил своей рукой. Аллах вселил в тебя душу. Аллах повелел ангелам, чтобы они сделали сужда перед тобой. Такое почтенное творение Аллаха ты, Адам. Сделай за нас шафаат. Попроси у Аллаха, чтобы Аллах нас избавил от этого состояния. Разве ты не видишь, Адам, в каком состоянии мы пребываем? Тогда Адам, алейхиссалям, говорит:
«Инна рабби кад газиба льяума газабан лам ягзаб каблаху мислаху ва лан ягзаба ба'даху мислах». Адам говорит: поистине, говорит, сегодня Аллах разгневался таким гневом. До сегодняшнего дня, говорит, Аллах никогда так не гневался. И после сегодняшнего дня, наверное, говорит, Аллах никогда не будет так гневаться. Сильно, говорит, Аллах разгневан. Тогда он говорит: «Ваиннаху нахани ани шаджарати фаасайнаху». Аллах, говорит, нам запретил, говорит, кушать из дерева рая. Я, говорит, ослушался, говорит, Аллаха. Нафси, 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 я сегодня боюсь за свой нафс. Я как спасу сегодня свой нафс, говорит пророк Адам, алейхиссалам. Я, говорит, за вас шафаат делать не могу. Я сам за себя боюсь, говорит пророк Адам, алейхиссалам. Пророк Адам, алейхиссалам, говорит: «Изхабу иля Нух». Идите, говорит, пророку Нуху, алейхиссалам. Тогда все люди, которые находятся на Арасате, все направляются в сторону пророка Нуха, алейхиссалам. Они идут к Нуху, алейхиссалам, и говорят: «Я Нух, анта ауалу русули иля ахли ал-ард». Ты являешься первым посланником из людей, которых, говорит, Аллах отправил на землю. «Васаммака Аллаху абдан шакура». Аллах, говорит, тебя назвал благодарным рабом. «Аля тарама нахну фи». Разве ты не видишь, пророк Нух, в каком состоянии мы находимся? «Аля тарама кад балагана». Разве ты не видишь, какое трудное состояние мы, значит, оказались, о Нух? Сделай для нас шафаат, попроси у Аллаха, чтобы Аллах начал хисаб, суал, допрос. «Инна рабби кад газиба льяума газабан лам ягзаб каблаху мислаху ва лан ягзаба ба'даху мислах». Аллах, говорит, сегодня так сильно разгневался, что до сегодняшнего дня, говорит, никогда, говорит, Аллах так не гневался, и после сегодняшнего дня, говорит, Аллах никогда, наверное, не будет таким гневным. «Вакад канат ли да'ватун да'ауту биха аля кауми. Нафси, 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 изхабу иля гайри, изхабу иля Ибрахим». Я, говорит, Аллах, говорит, мне дал один дуа. У каждого пророка бывает один дуа, который он делает в самое трудное время, и на который Аллах отвечает. Вот это, говорит, один дуа, говорит, который Аллах, говорит, мне дал. Я, говорит, это дуа, говорит, использовал против своего народа. Я сделал, говорит, дуа, чтобы Аллах потопил всех грешников. Все мумины, говорит, со мной, значит, в ковчеге они спаслись, а грешников, говорит, Аллах всех потопил. Вот за это дуа, говорит, который я сделал, говорит, против обитателей этого дунья, я, говорит, боюсь сегодня за свой нафс. За свой нафс боюсь. Идите к другому, идите к пророку Ибрахиму, алейхиссалам, говорит пророк Нух, алейхиссалам. Все обитатели Арасата, они собираются, идут к пророку Ибрахиму, алейхиссалам, говорят: «Я Ибрахим, анта халилуллах». Ты являешься тем, кого Аллах назвал своим другом, халилом. Ты же видишь, в каком состоянии мы находимся, я Ибрахим. Сделай для нас дуа. Тогда пророк Ибрахим, алейхиссалам, говорит: сегодня, говорит, Аллах сильно разгневался, я боюсь Аллаха попросить перед Аллахом что-либо для вас. Потому что, говорит, я трижды, говорит, солгал, говорит пророк Ибрахим. Солгал ради маслахата. Однажды поломал всех своих идолов, которые поклонялся его народ, и большой этот свой топор поставил на большого идола. Когда народ сказал: «О, Ибрахим, ты что ли поломал?» Ибрахим сказал: «Не я поломал, это большой идол, говорит, не хотел конкурентов, всех этих маленьких идолов этот большой идол, говорит, разломал». Чтобы открыть глаза этим людям, вот так пророк Ибрахим, алейхиссалам, трижды сказал слова, которые не были истиной, но сказал ради маслахата. Вот за эти слова, говорит, я сегодня боюсь, о мой народ. «Изхабу иля гайри, изхабу иля Муса». Идите, говорит, к другому, идите к пророку Муса, алейхиссалам, говорит пророк Ибрахим. Не делай шафаат, боится стать перед Аллахом, попросить за этих людей. Все люди идут к пророку Муса, алейхиссалам, говорит: «Я Муса, анта калимуллах». Ты тот пророк, с которым разговаривал с Аллахом без посредников. Ты тот избранный посланник Аллаха. Сделай сегодня для нас шафаат. Попроси за нас, чтобы Аллах начал делать хисаб суал. Пророк Муса, алейхиссалам, отвечает так же, как отвечали предыдущие. Сказали им: «Я боюсь Аллаха». Аллах сильно гневается, Аллах сегодняшний день.